комплекс защитников Отечества был открыт в столице 9 мая 2001 года. Над его созданием работала большая творческая группа казахстанских скульпторов и архитекторов. Монументальная композиция представляет собой устремленную в небо бронзовую стелу высотой 24 метров на гранитном постаменте. Эта композиция символизирует единство всех народов многонационального Казахстана. Раскрытию идейного содержания замысла авторов способствует также монументальные скульптуры, которые являются олицетворением образа Родины Матери, призывающей к единству и согласию. В руках она держит чашу, символ мира и процветания, которая покрыта тонким слоем сусального золота. Основание мемориального комплекса оформляют два барельефа, на которых отражена история нашей страны. Объемно-пространственное решение мемориального комплекса здесь подчинено изобразительному ряду барельефов. На левой стороне барельефа показан эпизод битвы казахских батыров с джунгарскими захватчиками, а на барельефе справа нашли свое художественное воплощение фрагменты участия казахстанцев в Великой Отечественной войне. Цветовое решение барельефов выполнено в сдержанном цвете. Светлый гранит контрастирует с покрытой патиной бронзовыми силуэтами барельефов. В подножии монументальной композиции горит вечный огонь, доставленный из Алматы как частица из пламени огня у мемориала славы 28 героев-панфиловцев. Мемориальный комплекс защитникам Отечества увековечивает исторические события, и это определяет характер композиционного решения и его масштаб. Общее архитектурно-художественное решение состоит в использовании в отделке гранита и бронзы, придающим всему сооружению монументальность. На изготовление мемориала было израсходовано 63 тонны карагандинской бронзы. Мемориальный комплекс стал назиданием для потомков о цене мира. Туда приходят люди почтить память защитников Отечества. Здесь у мемориального комплекса принимают присягу курсанты, вручают дипломы молодым офицерам. Аллеи, ведущие к монументальной композиции по всей территории парка, объединяет ансамбль в единое целое.